С добрым утром, наши любимые телезрители. Телеканал Якутия-24 НВК Саха приветствует вас. Пусть первые лучи нашего солнца сегодня подарят вам тепло, а наш эфир уют и хорошее настроение. Мы знаем, как порой не просто проснуться, поэтому сегодня мы постараемся поделиться с вами самыми светлыми и добрыми историями, чтобы день сложился у вас удачно. Спасибо, что выбираете наш телеканал и начинаете ваш день вместе с нами. Впереди много интересного, не переключайтесь. Мы работаем в прямом эфире, и ближайший час, я думаю, с нами будет и полезно, и интересно. Ну и, как всегда, мы начинаем наш эфир с рассказа о погоде. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке плюс 16 градусов. В Заречной группе 17-25 выше 0. В южных до 23 градусов тепла, в Вилюйской группе 14-27. В Нижнеленских до плюс 25, в западных 16-26. В Колымагирской группе улусов 12-13, в Янских до плюс 16. На северо-западе ожидается до 27 градусов тепла. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке плюс 18 градусов. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Штиль. Сегодня днем без осадков. Ветер северо-западный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха ожидается до плюс 29 градусов. Ну что ж, 29, отличная погода, лето еще в разгаре, поэтому наслаждайтесь этими жаркими днями. Ну а сейчас наши коллеги готовы рассказать нам, что же произошло в нашей республике за последние сутки. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. Более 3 тонн гуманитарной помощи собрали жители республики и волонтеры для пострадавшего от паводка Верхоянского района. Первый борт с продуктами, средствами личной гигиены, теплой одеждой и другими необходимостями уже был отправлен. Однако ситуация остается сложной. Возле села Сайды паводок затронул и село Суардах. Под угрозой остаются еще несколько населенных пунктов, поэтому сбор гуманитарной помощи продлили до 2 августа включительно. В своем канале в МАКС глава регионального Минмола Петр Шамаев отметил, что сейчас Улус особенно нуждается в строительных материалах, необходимых для восстановления домов. Это саморезы, гвозди, рабочие перчатки, тепловые пушки и многое другое. Пункт приема помощи разместился в Якутске по улице Орджоникидзе, дом 10. Социальный фонд России по Якутии с 1 августа проведет беззаявительный перерасчет страховых пенсий для более чем 97 тысяч работающих пенсионеров. Он коснется тех, кто в 2025 году работал, из-за кого работодатели уплачивали страховые взносы. Обращаться в клиентские службы СФР и подавать заявление не нужно. Все будет сделано автоматически. Выплаты после перерасчета поступят по обычному графику. При этом размер увеличения пенсии у каждого будет разным, поскольку перерасчет зависит от суммы страховых взносов. Одновременно вырастут накопительные пенсии и срочные пенсионные выплаты за счет инвестиционного дохода. Жители Якутии могут внести свои предложения по улучшению городской среды и жилищных условий, приняв участие в акции «Почтовый ящик предложений». Так, на территории Минстроя в рамках выставки недвижимости Якутиан-Экспо установлен специальный синий ящик, где любой желающий может оставить свои идеи по улучшению городского пространства. Среди них скверы, площади, культурные центры и даже жилые дома. Философия проекта заключается в том, что развитие начинается с доверия и взаимодействия, когда у каждого человека есть возможность быть услышанным. Этот проект не просто почтовый ящик для обращений, это возможность выстроить открытый и честный диалог между жителями и теми, кто принимает решения. Для нас важно услышать каждое мнение, какие проблемы требуют внимания и какие идеи помогут сделать жизнь в республике комфортнее. В республике 64% жителей положительно оценивают условия для занятий спортом. По этому показателю регион занимает 45-е место в РФ и 5-е на Дальнем Востоке. Положительная динамика обусловлена динамичным развитием спортивной инфраструктуры. Это сообщают в Министерстве по физической культуре и спорту. В регионе для занятий спортом и физкультурой было открыто более 2000 спортобъектов. При этом спортом систематически занимается порядка 76 миллионов человек. Это около 57% граждан, отметил ранее президент России Владимир Путин.
Будущие врачи со всей страны совместно с местным медицинским университетом представили в Якутске проект интерактивной карты медицинского и доступного туризма. Разработка стала ключевым итогом студенческой экспедиции, проходящей в республике с 22 по 28 июля при поддержке программы «Открываем Россию заново» и платформы «Россия – страна возможностей». Интерактивный ресурс призван сделать путешествия по Якутии безопасными для людей с инвалидностью и хроническими заболеваниями. В карту включена информация о доступности маршрутов, расположении медучреждений и специфике помощи в условиях Крайнего Севера. Помимо цифрового сервиса, команда подготовила серию тематических подкастов и документальный фильм, который в скором времени выйдет на этом же ресурсе. Я думаю, что у этого проекта очень большое будущее. Вот я сегодня как раз услышала, как будет развиваться данный проект, и предложила, чтобы все-таки они поучаствовали, наши молодые коллеги из других регионов Российской Федерации поучаствовали в нашем направлении, в нашем проекте «Региональный центр мобильных бригад», чтобы они действительно увидели нашу необъятную республику и возможности, и вообще природу в целом, да, и, собственно, я думаю, что это очень большие впечатления. Ну и опять же оказали помощь населению нашей республики. К этому часу все. Эфир телеканала продолжит программа «Утро Якутии». Оставайтесь с нами. Ну а сейчас давайте продолжим просыпаться, но уже с новости по-настоящему, я бы сказала, такой классной, чтобы сразу адреналин подскочил. Вот представьте, небо, ветер, под тобой зеркальная гладь и сыкюля. Вокруг горы, а ты кружишься в воздухе на длинных полотнах. И это не кино, это не монтаж. Это реальный трюк, который сделала спортсменка Адина Бектурова. Прямо во время полета с парашютом она выполнила гимнастические элементы. Смотришь на кадры, и дух захватывает. Адина, кстати, еще и в конкурсе «Мисс Кыргызстан» 2026 года участвует. Он пройдет 29 июля в Бишкеке. И вот, наверное, все-таки вот этот перформанс, наверное, я думаю, прибавит ей неких баллов, как минимум, да. Ну а в целом, конечно, красота неописуемая. Ну и в первую очередь это настоящая спортивная закалка, ведь это и сила, и баланс, и стальные нервы. А тем временем у нас в селебрити-гостях собрались поклонники нового вида спорта – саббординга. И провели первые в истории Улуса соревнования. Инициаторами этого социального проекта выступили руководители базы отдыха «Матта» и Александр и Елизавета Агеевы. Желающих освоить саб-доски оказалось очень много. Соревнования с самого начала проходили в острой конкурентной борьбе. Участники на одном дыхании преодолевали дистанции в 100, 200 и 500 метров. Кроме того, в рамках проекта представители Федерации спортивного туризма из города Якутска Елена Якунина и Василий Пуляевский провели обучающие лекции и мастер-классы. Чтобы ребята, во-первых, получили удовольствие, во-вторых, увлеклись гребными видами спорта. И хотелось бы, чтобы они в дальнейшем приняли участие в наших соревнованиях республиканских по водному туризму, которые, кстати, прошли в конце мая этого года на 37-м километре Вилюйского тракта. И чтобы они приняли участие в ежегодных наших соревнованиях «Ночная ленская гонка». На улице, как мы сказали, сегодня будет 29-градусная жара, и в это время так и тянет к воде. Хочется окунуться, смыть зной, почувствовать прохладу. Многие прямо сегодня отправляются на водоемы, и это понятно. Но здесь важно помнить, вода не прощает легкомыслия. Даже знакомый берег может таить опасность. В рубрике «Мой доктор» мы поговорили с врачом о том, как вести себя у воды, кому купание противопоказано и какие первые действия помогут спасти жизнь. Доброе утро! Как распознать тонущего человека? Тонущий чаще всего не кричит, у него нет воздуха для крика, его тело вертикально, голова низко к воде, рот у самой поверхности, руки хаотично двигаются в стороны, он не машет. Дети могут тонуть совершенно молча. Если вы видите человека в таком положении, срочно зовите спасателей и начинайте действовать. Порядок действий при спасении следующий.
Громко зовите на помощь. Наберите 112, это служба спасения. Если есть спасательный круг, жилет, веревка, киньте пострадавшему. Подплывать к нему нужно только сзади, чтобы он в панике не утопил вас. Лучше захватить его подмышки или за волосы и плыть на спине к берегу. Если пострадавший без сознания, но дышит, тащите его, придерживая за подбородок, чтобы вода не попала в легкие. Первая помощь после извлечения из воды. Уложить на спину, голову повернуть на бок, очистить рот от тины, песка, рвотных масс. Проверить сознание, дыхание, пульс. Если есть дыхание и пульс, устойчивое боковое положение и ждать скорую. Если нет дыхания и пульса, немедленно начинать сердечно-легочную реанимацию. Это 30 надавливаний на грудину на глубину 5-6 см двумя руками, а затем 2 вдоха рот-в-рот с зажатым носом. Продолжать до приезда скорой или появления признаков жизни. Что нельзя делать ни в коем случае? Не давать пить, кормить, греть в горячей воде. Бывают даже такие случаи. Это расширяет сосуды и ухудшает состояние. Не оставляйте без присмотра, даже если человек пришел в себя. Никогда не надо нырять в незнакомых местах. Можно удариться головой о дно, что может привести к перелому основания черепа. В Якутии вода даже в июне-июле очень холодная. Риск судорог и переохлаждения очень высокий. Нельзя заплывать за буйки и купаться в одиночку. Берегите себя и будьте здоровы. Согласитесь, сегодня прекрасное утро. Погода как будто специально создана для того, чтобы выйти из дома и почувствовать жизнь каждой клеточки. Почему бы не начать этот день с легкой зарядки, например, в городском парке, под пение птиц, с первыми солнечными лучами и глотком чистого воздуха? Это лучший способ проснуться и зарядиться бодростью. Доброе утро, дорогие телезрители! Сегодня я вас познакомлю с комплексом простых упражнений по направлению йога. Так, берем правую руку, располагаем ее в области височной части. Вторую руку можно положить на бедро, чтобы вам было удобно. И самое главное, обратите внимание на ваш локоть. Он у вас свободный, но вам нужно его отвести назад, чтобы получить напряжение в области. И делаем несколько циклов наклонов. Глаза можете закрыть, взгляд направить вниз, чтобы вам было удобно. И локоть в это время у вас отводится постоянно, и вы чувствуете напряжение в области лопаток. Заканчиваем и переходим на другую сторону. То же самое повторяем, обращаем внимание на локоть, потому что мы забываем про него. И то же самое. Закрываете глаза, и у вас очень хорошо растягивается шейная часть. И вы заметите со временем, что у вас кольца Венеры в этой области, они разгладятся. Теперь мы с вами переходим на движения волнообразные, напоминающие, как будто плывет лебедь. Движение, подбородок. И в обратную сторону можно себя сделать на себя. Так, хорошо. Теперь мы с вами движения делаем обычные головы, чтобы растянуть заднюю часть шеи вниз. Наклон вперед, наверх смотрим и снова вниз. И так 8-10 циклов дыхания. Не торопимся, делаем аккуратно. Плечи расправлены. И тоже со временем вы через какое-то время прочувствуете, как у вас шея вытянулась. Вы можете это делать не только вне дома, но и на работе во время обеденного перерыва. Разводим в сторону, и у нас обязательно ощущение, будто пространство расширилось. Лопатки сводим настолько, чтобы они друг к другу тянулись. И обратно. И здесь вы почувствуете, как у вас хорошо плечи раскрываются. Опять перед собой смотрим на кончики пальцев. Разводим. И снова вперед. Теперь мы с вами руки делаем в замок.
И наклоны. Наклоны нам обязательно очень нужны, потому что улучшается кровообращение в головном мозге. И, конечно же, улучшается цвет лица. Наклон с прямыми ногами. И у вас хорошо очень работает в области лопаток. И немного можем присесть. Потом мы делаем, руки освобождаем и наклон к прямым ногам. Немножко, если что, можно колени согнуть. Медленно-медленно приподнимаемся и снова раскрываемся. Очень важно соблюдать баланс во всем, не только во внешнем мире, но и во внутреннем. Прижимаем к себе. Замечательно будет, если у вас рядом есть стена, когда вы только впервые все это начинаете. Прижимаем и выворачиваем стопу так, чтобы вы чувствовали комфорт. Самое главное, комфортно. Рука может быть направлена вверх, либо мы ее располагаем в области бедер. Так очень удобно раскрывать тазобедренные суставы, и это очень хорошо и полезно для малого таза. То же самое мы делаем с другой стороны. Самое главное, колено нужно подтянуть вверх. Также разворачиваем стопу и находим баланс. Если что, мы представляем, что у нас есть стена, либо действительно мы держимся. Так будет удобнее. На этом комплекс упражнений завершен. Я благодарю вас за уделенное ваше время. И помните о том, что йога доступна для всех, независимо от возраста, пола. Самое сложное в йоге – это расстелить коврик. Ну а сейчас мы поговорим на очень интересную тему. Голос – это и удивительный инструмент, и инструмент, который дан каждому. Но далеко не каждый умеет им управлять. Чтобы петь красиво, свободно и уверенно, нужны годы учебы, постоянные тренировки и, конечно, талантливые наставники. И сегодня у нас в гостях молодая певица, но уже педагог по вокалу, студентка Московского государственного института культуры Владислава Щелчкова. Доброе утро. Доброе утро. Ну, давай раскроем небольшую тайну, да, что все-таки ты не представитель, да, у нас города Москвы, да, ты у нас землячка, ты родом из Якутии, да. Расскажи, как начался твой творческий путь, да, и как ты поняла, что пение – это все-таки твое призвание? Вообще, мне кажется, музыка была дана мне с самого рождения. Еще в 6 лет я подошла к маме и сказала: мам, я буду артисткой. Мама отвела меня в детскую школу искусств №1 на площади Ленина. Я там училась на хоровом отделении, мне очень нравилось, и была такая артистичная. И когда мне было 12 лет, в городе Кирилл Третьяков открывает лагерь Just Play It. Этот лагерь впоследствии перерастает в дом музыкантов, и оттуда уже выходят наши заслуженные артисты. Вот. И, конечно, Дом музыкантов дал мне подушку для моей музыкальной карьеры. Там я знакомлюсь со Стручковой Натальей Викторовной. Это мой педагог по вокалу, главный хормейстер театра эстрады. Действительно, педагог от Бога. Я помню, когда мне было 14 лет, она выводит меня на сцену наравне с уже заслуженными артистами нашей якутской эстрады. Я стою, школьница маленькая, закрываю глаза и понимаю, что я хочу сделать музыку своей профессией в тот момент. Здорово. Ну и поэтому, собственно, ты, наверное, и выбрала направление, да, эстрадно-джазовое, да. И вот что больше всего привлекает тебя в нем? Свобода. Свобода в творчестве, и мне кажется, не нужны какие-то слова для подтверждения того, что это твое. Стоит только закрыть глаза, начать петь, и ты понимаешь, что ты на своем месте, и, наверное, так звучит моя душа. Но сегодня ты учишься в одном из самых престижных, да, вузов. Это достаточно сложно, наверное, да. Вот расскажи немножко о том, как проходят ваши занятия. Действительно, это очень сложно, трудоемкий процесс. На первом курсе у нас был предмет актерское мастерство, его вел Владислав Юрьевич Дружинин. Пары занимали часов по 7. Очень сложно, но безумно интересно. Нас учат раскрепощаться, у нас есть сценическое движение, сценическая речь, у нас есть методика преподавания, конечно же, психология, педагогика, чего только нет. Мы танцуем, поем и выступаем. Плюс Лариса Александровна Долина, конечно, организует нам концерты, трибьюты. Это наша практика, исполнительская деятельность, куда приходят артисты. Недавно у нас был Игорь Николаев, скоро будет Майданов, был Чумаков, Ума Турман, кого только не было, поэтому это замечательный и большой опыт.
Отлично. Ну вот сегодня ты называешь такие имена, да, для многих из нас это лишь звезды, которые мы видим по ту сторону Конечно. экрана, да, а ты вот работаешь с ними, да, ты получаешь от них огромнейший опыт, да. Вот насколько сложно было поступить туда, потому что все-таки сегодня многие, наверное, думают, ну мы живем далеко, да, там какой-то маленький населенный пункт, да, на карте, и, наверное, сложно взять и покорить такой Олимп. Конечно, было очень сложно. Это очень трудоемко, очень стрессово. Вот, конкурс был 500 человек. То На есть- одно место. Нет, не на одно, вообще в в целом. целом. Мгм. Да. Но экзамены длились до часу ночи. Я лично уходила там в час, 12. Ты выходишь и молишься, дай бог, чтобы прошла. Вот, всего в каждом институте, да, то есть ты подаешь уже не в один, ты сдаешь по 4 экзамена. Это сольфеджио, устное, письменное, вокал и коллоквиум, то есть собеседование. Вот, самое сложное здесь было, конечно, преодолеть себя. То есть, когда ты идешь, ты думаешь, я девочка из маленького города, что такое? Я очень боюсь этой столицы. Перед тобой сидят люди, которых ты видишь только по телевизору. У нас сидели на вступительных, понятно, весь педагогический состав, конечно, Лариса Александровна и Дарья Джузеповна еще Бериашвили. И я помню, я начинаю петь, и Лариса Александровна вытаскивает телефон и начинает снимать. И я сижу и думаю, это хорошо или плохо? Ну, Вот, видимо, поэтому- хорошо все-таки, да? Да, меня взяли, конечно, я очень рада. И главное не бояться делать, пробовать, потому что очень любят самобытных людей. Поющих, хорошо поющих очень много, бесчисленное множество. Главное делать это от сердца и от души. Если ты делаешь это так, что у другого человека что-то откликается, значит, ты делаешь все правильно. Все правильно, да? А если какие-то, допустим, может быть, вокальные упражнения, да, которые ты советуешь всем, и профессионалам, и новичкам, да и вообще в целом для людей, которые порой даже стесняются петь в караоке? На самом деле, самое важное психологически себя раскрепостить. К сожалению, нет пилюли какой-то волшебной, которую ты выпьешь и научишься петь в какой-то момент, что очень жалко, было бы, конечно, неплохо. Вот. Но если вы вокалисты уже, да, какие-то, понимаете, что к чему, вы знаете свои сильные стороны и слабые. Конечно, фокусируйтесь на том, что у вас не получается, это неплохо, наоборот, через ошибки у нас идет рост. Да, если у нас не получается интонация, мы берем упражнения на интонирование, работаем там с хроматизмами, с гаммами, с ладами народной музыки. Там не получается белт, плотное смыкание, мы берем упражнения, следим за потоком воздуха, за анкировкой. То есть там очень много нюансов, поэтому, конечно, лучше идти к педагогу и разбираться там. Ну вот сегодня ты уже стала работать, преподавать, да? А с кем сложнее работать? Все-таки с ребятишками или со взрослыми? На самом деле со взрослыми, потому что дети, они очень свободные, они раскрепощенные, а у взрослых уже появляются комплексы. И бывает такое, что приходят взрослые, у меня вот есть папа, ему 50 лет, он решил, что он хочет петь. Но он так стесняется, и мы первые занятия с ним работали просто над тем, чтобы его раскрепостить и узнать, а где настоящий он. Ну вот все-таки поговорим о том, что учеба в Москве у тебя продлится еще 3 года, да? Еще 2 года. Еще 2 года, да? И затем какие планы? Возвращаться в Якутию планируешь или все-таки останешься в Москве? Я, конечно, очень люблю свою родину. Республика дала мне все, на самом деле, все, что у меня сейчас есть, и нужных людей, и свела меня с теми, кто открыл для меня мой творческий путь сейчас. Но в Москве больше возможностей, безусловно, поэтому я буду продвигать нашу республику уже на уровне страны. Планируешь ли ты участие в каких-нибудь таких топовых вокальных конкурсах? Потому что обычно, ну как-то так принято считать, что если вырвалась все-таки из нашей столицы, там засветилась, надо бы как-то уже Конечно. и какие-нибудь получить, так сказать, регалии, да? Конечно, я сейчас в процессе кастингов, вот открою небольшой секрет. Да, я сейчас... Но не будем говорить, где, да, Не будем говорить, да, потом все узнаете. Да? Вот сейчас, в принципе, я наконец начала писать свою музыку, поэтому в скором времени все будет выходить. Я начинаю свой творческий путь, я немножко ухожу с преподавания, вот, в себя, в свое творчество. То есть ты еще и писать будешь? Конечно, уже. Уже? Я пишу с 12 лет, да. В 12 лет вот в Доме музыкантов с Егором Ефимовым мы написали мою первую авторскую песню. Сейчас я пишу уже сама. Вот очень это дело люблю, и было бы здорово, если бы это откликалось у других людей. Влада, но мы благодарим тебя за прекрасную беседу, желаем тебе творческого вот этого полета, и пусть твои мечты все-таки реализуются. Удачи тебе на новых каких-то папертях, да, пускай все-таки, я думаю, пускай вот эта удача, которая сопутствует тебе
о которой ты сегодня рассказала, и дальше продолжает сопутствовать. И, конечно, возвращайся к нам в Якутию, мы всегда будем рады. Обязательно. Спасибо вам большое. Спасибо. Ну а сегодня весь мир говорит не только на языке музыки, но и на языке движения. 29 апреля отмечают Международный день танца. Дата выбрана не случайно. В этот день, в 1727 году, родился человек, которого называют отцом современного балета. И неважно, кружитесь ли вы в вальсе, танцуете ли вы хип-хоп или просто пританцовываете на дороге. А сегодня повод добавить в утро ритм и радость. На календаре 29 июля. Сегодня отмечают Международный день тигра. По народному календарю Финагеев день. Считалось, что ко дню Афиногена или Финагея, как его называли на Руси, лето проходит самую знойную пору. Сам же праздник имел огромное значение для крестьян. Во многих районах начинали сжать рожь. Первый сжатый сноп называли именинным. Вечером после работы его с песнями несли на гумно, впереди шел хозяин со снопом, за ним шествовали работники. Именинный сноп сохраняли для будущих обрядов. С него начинали молотьбу, соломой с него кормили заболевшую скотину, а зерном лечили людей. Часть первого зерна обязательно оставляли для посева. Этот день в истории. 1836 год. В Париже торжественно открыта Триумфальная арка. 1948. Открылись 14-е летние Олимпийские игры в Лондоне, Великобритания. 1963. Состоялся первый полет самолета Ту-134. 1981. Состоялась свадьба наследника британского престола Чарльза, принца Уэльского и леди Дианы Спенсер. В этот день родились 1817. Иван Айвазовский, русский живописец, маринист. 1900 год. Филипп Голиков, советский военачальник, маршал Советского Союза. 1905. Клара Боу, американская актриса, звезда немого кино. 1915. Павел Кадочников, советский актер театра и кино, режиссер, народный артист СССР. 1926. Зиновий Карагодский, советский и российский театральный режиссер, педагог, народный артист РСФСР. Именины сегодня отмечают Алевтина, Валентина, Иван, Павел, Петр, Федор, Юлия и Яков. А сейчас у нас вновь стартует игра от сети магазинов оптики «Оптика ИКТ». Сегодня мы дарим сертификат и спрей для очистки линз. Условия участия простые и уже знакомы. Подписываемся на наш телеграм-канал «Утро Якутии» и на группу в Максе. А затем пишите в комментариях под этим постом ответ на наш вопрос. Вопрос для самых внимательных. По каким дням у нас выходит постоянная рубрика «Киноафиша»? Кто смотрит наши эфиры с утра, тот точно знает ответ. Также напоминаю, что количество ответов не ограничено. Поэтому чем больше вы напишете правильных ответов, тем выше ваши шансы на победу. Как мы выбираем победителя? Всегда задают этот вопрос. Завтра вечером в наших социальных сетях генератор случайных чисел выберет одного счастливчика среди подписанных участников, которые, естественно, дадут правильный ответ на вопрос. Мы желаем вам всем удачи. Смотрите, пишите ответ и забирайте ваш утренний подарок. Поехали! Ну а сейчас давайте отправимся на неспешную прогулку по улице Курашова, одной из знаковых улиц Якутска. За привычными фасадами домов и городским шумом прячется целая эпоха. Здесь решались судьбы республики, звучали важные слова и делались большие дела. Приветствуем, дорогой зритель! Сегодня вместе с тобой я бы хотела пройти по улице имени Курашова Ефима Ивановича. Курашов Ефим Иванович являлся командиром 2-го батальона 226-го Петроградского полка. Под его командованием был выигран Беслярский бой. За мужество и героизм Курашов был награжден орденом Красного Знамени и нагрудным знаком якутского ЦИК. Протяженность улицы чуть более 1 километра. На ней располагаются торговые центры, жилые комплексы, сухой фонтан.
сквер труженикам тыла, Верховный суд Республики Саха-Якутия, памятная доска героям сельского хозяйства и школа номер 7. Курашовой улица стала с 1923 года. До этого она была известна как Громовая, а еще раньше как Парниковский переулок. Название произошло от имени известного предпринимателя, жившего на этой улице, Василия Парникова. На углу с улицы Казарменной, ныне известной как Орджоникидзе, располагался его двор. Также на углу с этой улицы располагались постройки известного торговца Гринштейна. На территории ныне стоящего Верховного суда был двор местного тайона. Позже там было Министерство местной промышленности, а затем и квартиры горожан. На другой стороне стоял дом казака Митрофана Большего. На этом же месте в 1945 году было возведено двухэтажное здание. Оно было создано специально для передовиков. Также на углу с улицы Большой, ныне это проспект Ленина, стоял синематограф и фотоателье полицейного Василия Приютова. Позже на этом месте обосновалась контора «Восток кино», а в 1934-м – Якут-кино, в 1936 по 1942 – городской кинотеатр. До нынешней улицы Пояркова улица Курашова не доходила. За улицей Ломоносова жили извозчики, рабочие, один казак и шорник. Только в 50-х годах началась активная застройка деревянными домами частными и государственными. Они были снесены не так давно. Вот такая интересная улица есть в нашем городе. Мне было очень интересно узнавать что-то новое о нашем родном городе и, надеюсь, вам тоже. На этом я бы хотела закончить сегодняшний выпуск. Спасибо всем большое за внимание и до скорых встреч! С улиц нашей республики продолжим движение, но уже по улицам Владивостока. Там после 6-летнего перерыва возвращается один из самых любимых молодежных видов спорта. Подробности в нашем сюжете. Команда! Дикие банды! Дикие кто? Дикие банды! Дикие банды! 6 лет дикие панды ждали этого момента, в полную силу крикнуть лозунг на родных землях. Долгие переговоры, пандемия, а после и новые ограничения. Международный матч по американскому футболу во Владивостоке постоянно откладывался. И вот она, долгожданная встреча панды на стадионе кампуса ДВФУ. В Приморском крае это единственная подобная команда. За долгие годы дикие панды не сидели в спячке. Мы регулярно выступали просто не во Владивостоке, в Москве, в Питере мы играли все это время. То есть, мы в игровой, в хорошей форме, тренируемся 2 раза в неделю здесь, на поле кампуса ДВФУ, поэтому, мы 6 лет тренировались и готовились. Матч начинается без раскачки. В соперниках Харбинские тигры, сборная сильнейших игроков северо-востока Китая. Каждую команду представляют 30 человек, и хоть игра шла под 2 флагами, команды были сборные. Так, в состав Харбинских тигров вошли спортсмены из 3 разных клубов КНР. А наших диких панд усилили хабаровские игроки. Уже с первых минут инициативу забирают хозяева. Панды не оставляют гостям времени перевести дух. Финальная сирена фиксирует уверенную победу 41-8. То, что они только прилетели сегодня в 4 утра, поспали 3 часа, 4 часа и сразу приехали играть, это сложно, в гостях играть сложно. Ну и, в принципе, китайский футбол, я работал в китайском в китайско-американском футболе, и просто сами по себе китайские игроки физически, ментально чуть-чуть слабже. Для диких панд эта победа стала символичным возвращением большого американского футбола во Владивосток. А уже осенью команда выйдет на поле в финале чемпионата России в Казани, где поборется за титул чемпиона. Степан Нефедов, Тарас Боднарук, Панорама. Продолжаем познавать прекрасный мир Дальнего Востока и сейчас отправляемся в Благовещенск. Туристический потенциал Амурской области на днях оценивали не только эксперты турсферы, но и блогеры из Индии и Китая. Их знакомили с регионом несколько дней, показывали главные достопримечательности и, конечно, уникальную природу. Итог – яркие фото и видео, которые уже собрали миллионы просмотров. Что именно впечатлили иностранных гостей, узнаем прямо сейчас.
Знакомство иностранных гостей с Амурской области началось с посещения Дома российско-китайской дружбы в Благовещенске. Здесь туристам рассказали о многостороннем взаимодействии России и Китая в экономической, образовательной, спортивной и других сферах. В 7 тематических залах через интерактивные технологии показали, как стремительно развиваются международные связи от исторических торговых путей до строительства современных трансграничных объектов. Интерес блогеров вызвали интерактивные игры, а также выставки, погружающие в культуру 2 соседних государств. На одной из них размещены музыкальные инструменты России и Китая. В экспозиции гусли, гармонь, домра, трещотка, пипа, люцинь. Маршрут наш, по которому едут наши гости, он состоит из объектов, которые вошли в наш путеводитель для китайских туристов «Как я стал русским». Благодаря ему китайцы смогут постичь русские традиции, побывать на разных объектах, изучить досконально, чем отличаются и чем схожи наши народы, да, при посещении, допустим, Дома российско-китайской дружбы и многих других объектов. Некоторые из путешественников впервые в России. Другие уже были в Москве и Санкт-Петербурге и даже знают русский язык. Чтобы поделиться первыми впечатлениями в соцсетях, они все снимают на камеры. Цель этого контента – привлечь зарубежных туристов в Амурскую область. Я рада приветствовать вас в музее Калачной. Следующая локация – музей Калачная. В бывшем магазине купца Чурина, возведенном в начале 20 века. Гости не только изучили историю хлебопечения, но и своими руками слепили калачи с начинкой из творога или ветчины с сыром. Китайские туристы узнали старинные секреты производства, выяснили, в каком городе установлен памятник этой выпечке и откуда пошли фразеологизмы «дойти до ручки» или «раскатать губу». Для 22-летней Хан Жуэ, студентки 4-го курса Пекинского университета, поездка в Благовещенск стала исполнением давней мечты. Это калач похожий на живот и руки. И я стирала этот паланки, и мне очень нравится. После интерактива, чаепития с калачами и викторины зарубежные гости отправились на следующую локацию. Для вас мы собрали самое интересное – настоящий топ динозавров, которых стоит увидеть. Амурскую область часто называют одним из главных центров палеонтологических исследований в России. Это отметили на экскурсии в Амурском динопарке. Здесь особый интерес у туристов вызвала фигура амурозавра в реальную его величину. Скульптура расположилась в центре зала. Ее длина 10 метров, а высота почти 3,5. Эта локация заинтересовала жительницу Поднебесной Хэ Хулунь. Она тревел-блогер-миллионник. В России 2-й раз. В Благовещенске 1-й. На меня в соцсетях подписаны больше 1 миллиона человек. Мне приятно, что мои виртуальные друзья лайкают мои посты и комментируют их, следуют моим рекомендациям. Я уверена, что ваш город моей аудитории понравится. Я только 1 день в Благовещенске, но уже заметила вывески и меню на китайском языке. Также блогеры приняли участие в сафари по-амурски в Свободнинском округе. Продвижение туристического потенциала Амурской области на международном рынке через соцсети – это награда от федерального правительства за победу во всероссийском конкурсе «Открой твою Россию». В конце прошлого года туристический маршрут, разработанный агентством гостеприимства, вошел в топ-10 лучших практик страны. Валерия Малышева, Владимир Петренко, Амурское областное телевидение. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. Более 3 тонн гуманитарной помощи собрали жители республики и волонтеры для пострадавшего от паводка Верхоянского района. Первый борт с продуктами, средствами личной гигиены, теплой одеждой и другими необходимостями уже был отправлен. Однако ситуация остается сложной. Возле села Сайды паводок затронул и село Суардах. Под угрозой остаются еще несколько населенных пунктов, поэтому сбор гуманитарной помощи продлили до 2 августа включительно. В своем канале в МАКС глава регионального Минмола Петр Шамаев отметил, что сейчас Улус особенно нуждается в строительных материалах, необходимых для восстановления домов. Это саморезы, гвозди, рабочие перчатки, тепловые пушки и многое другое. Пункт приема помощи разместился в Якутске по улице Орджоникидзе, дом 10.
Социальный фонд России по Якутии с 1 августа проведет беззаявительный перерасчет страховых пенсий для более чем 97 тысяч работающих пенсионеров. Он коснется тех, кто в 2025 году работал, из-за кого работодатели уплачивали страховые взносы. Обращаться в клиентские службы СФР и подавать заявление не нужно. Все будет сделано автоматически. Выплаты после перерасчета поступят по обычному графику. При этом размер увеличения пенсии у каждого будет разным, поскольку перерасчет зависит от суммы страховых взносов. Одновременно вырастут накопительные пенсии и срочные пенсионные выплаты за счет инвестиционного дохода. Жители Якутии могут внести свои предложения по улучшению городской среды и жилищных условий, приняв участие в акции «Почтовый ящик предложений». Так, на территории Минстроя в рамках выставки недвижимости Якутиан-Экспо установлен специальный синий ящик, где любой желающий может оставить свои идеи по улучшению городского пространства. Среди них скверы, площади, культурные центры и даже жилые дома. Философия проекта заключается в том, что развитие начинается с доверия и взаимодействия, когда у каждого человека есть возможность быть услышанным. Этот проект не просто почтовый ящик для обращений, это возможность выстроить открытый и честный диалог между жителями и теми, кто принимает решения. Для нас важно услышать каждое мнение, какие проблемы требуют внимания и какие идеи помогут сделать жизнь в республике комфортнее. В республике 64% жителей положительно оценивают условия для занятий спортом. По этому показателю регион занимает 45-е место в РФ и 5-е на Дальнем Востоке. Положительная динамика обусловлена динамичным развитием спортивной инфраструктуры, это сообщают в Министерстве по физической культуре и спорту. В регионе для занятий спортом и физкультурой было открыто более 2000 спортобъектов. При этом спортом систематически занимается порядка 76 миллионов человек. Это около 57% граждан, отметил ранее президент России Владимир Путин. Будущие врачи со всей страны совместно с местным медицинским университетом представили в Якутске проект интерактивной карты медицинского и доступного туризма. Разработка стала ключевым итогом студенческой экспедиции, проходящей в республике с 22 по 28 июля при поддержке программы «Открываем Россию заново» и платформы «Россия – страна возможностей». Интерактивный ресурс призван сделать путешествия по Якутии безопасными для людей с инвалидностью и хроническими заболеваниями. В карту включена информация о доступности маршрутов, расположении медучреждений и специфике помощи в условиях Крайнего Севера. Помимо цифрового сервиса, команда подготовила серию тематических подкастов и документальный фильм, который в скором времени выйдет на этом же ресурсе. Я думаю, что у этого проекта очень большое будущее. Вот я сегодня как раз услышала, как будет развиваться данный проект, и предложила, чтобы все-таки они поучаствовали, наши молодые коллеги из других регионов Российской Федерации поучаствовали в нашем направлении, в нашем проекте «Региональный центр мобильных бригад», чтобы они действительно увидели нашу необъятную республику и возможности, и вообще природу в целом, да, и, собственно, я думаю, что это очень большие впечатления. Ну и опять же оказали помощь населению нашей республики. К этому часу все. Эфир телеканала продолжит программа «Утро Якутии». Оставайтесь с нами. Лето в самом разгаре, и для огородников это время, когда грядки требуют максимум внимания. Полив, подкормка, защита от вредителей, и все это в режиме 24/7. Именно сейчас закладывается основа будущего урожая, и ошибка может стоить всего сезона. А если у вас не только грядки, но и, допустим, яблони или, возможно, сливы, забот прибавится вдвойне. Как успеть и ничего не упустить? Сегодня с советами с нами поделится садовод Маргарита Карпова. Маргарита Васильевна, доброе утро. Доброе утро. Ну и такой вопрос, казалось бы, все уже посажено, сиди и жди урожая, да? Но есть ли что-то еще, что можно посадить, вот уже, казалось бы, в конце июля, да, чтобы осенью получить урожай? Ну, сейчас можно посадить, видимо, только редиску, потому что это самый скороспелый овощ. Я пробовала садить укропчик, все. Ну, если осень не подведет, то можно и укропчик на стрижку, и на заготовку зимнюю уже сделать. А так лучше бы чуть пораньше, когда начинает ночью убывать, это где-то с 15 июля, репку можно посадить, редьку посадить. Они все растения короткого дня и не уходят в цветушность. Вот и тот же самый и редис.
И в это время прекращается лед этих мух, которые часто повреждают клубни. Ну а какие работы сегодня на огороде самые приоритетные? Вот на что нужно внимание свое определить в первую очередь? В первую очередь я сейчас бы советовала растения очень часто обрабатывать различными антибактериальными препаратами, в основном биологическими. Это профилактика хорошая, потому что обращается с тем, что очень много загнивает растений. От сырости, повышенной влажности распространяются гнилостные бактерии. И у нас идет в ход гамаир, аллерин, фитоспорин. После дождей желательно было бы опрыснуть. Это, то есть бережем свои растения? Бережем, да. Ядами, чтобы не пользоваться, чтобы не лечить. Сильно заболевшие просто удаляем. Это вот очень важно сейчас на данном этапе. И чтобы не потерять урожай, необходимо обрабатывать растения, зависть добавлять почаще, потому что температура очень нестабильная, растения стрессуют, и цветы не завязываются и осыпаются. Очень хорошо помогает борная кислота тоже добавлять. И стимуляторы я использую для поднятия иммунитета эпин и циркон. Это мои излюбленные препараты. Берем на заметку, да? Хорошо, но а возможно ли сейчас как-то помочь нашим растениям? Ну, допустим, мы же уже видим, да, сколько количества помидорчиков, да, у нас, а огурчики, возможно, какие-то кривые, либо не доросли немножечко, да? Вот здесь можно исправить ситуацию или уже все потеряно? Нет, ну, с огурцами бывает проще, они сразу тут же и нам и говорят, уже по листочкам видно, чего где не хватает, и желательно их подкормить. Они очень прожорливые, вот как раз самый прожорливый это огурец. У него сразу начинает то края желтеть, то появляться какие-то пятна. И те же самые гнилостные, поэтому тут профилактические нужно проводить мероприятия. И почаще добавлять микроэлементы и удобрения. Хорошо работают травяные настои, там практически все настои из золы, чтобы нехватки микроэлементов не сказывались на состоянии растений. Кривые бывают даже от того, что холодной водой полили просто-напросто. И ночь холодная, вода холодная, и они кривые. И они кривые. Исправить, в принципе, можно? Исправить можно. А количество помидорок на веточке? Количество помидорок на веточке, это вот как раз опрыскивать завязью, потому что днем жара, ночью прохладная температура для них более желательна, чем вот эта жара. Пыльца становится стерильной. Завязь, борная. Да. Вот вы сказали про подкормку, да, возможно, да, сейчас, если я правильно понимаю, да? Вот каким растениям она сейчас прям очень необходима, а каким растениям вообще категорически уже не надо их трогать? Ну, тут подкормка практически нужна всем, особенно плодоносящим растениям. Это сейчас идет в ход суперфосфат и калий, калий вот суперфосфат на закладывание плодов, на их количество сказывается, а калий на их качество. Они приобретают большую сладость. А стараться избегать большого количества азота. Азот у нас допустим только в огурцах. Они, я уже говорила, что они очень прожорливые. И немножко азота. Я пользуюсь азофоской. Там для огурца это все в идеальном составе. Плюс какие-то микроэлементы добавлять, потому что они способствуют усвоению этих макроэлементов. Маргарита Васильевна, а есть ли растения, которых вообще не надо трогать? Вот просто пусть растут и растут? Ну, таких растений я не знаю, и все равно наша помощь им требуется. Эти да? садовые и огородные растения, они не сильно приспособлены, как сорняки, самостоятельно выживать. Вредители. Такая очень интересная тема, да? Вот все-таки прибегаем к химии или есть какие-то народные средства, которые точно помогут? Ну, я пользуюсь, я химию очень не люблю, потому что она вытравливает и все полезных насекомых, и в результате нарушается баланс, равновесие вот это природное, когда полезные насекомые начинают уничтожать вредителей. Погибают они в первую очередь, а размножаются не очень медленно. Вредитель возьмет верх, и начнется бесконечная война именно с вредителями. Тля, клещ, это будут ваши постоянные гости. Что я делаю без химии? Ну, первое, это бывает самая первая весенняя выжигающая обработка. Это можно найти в интернете, как это делается по почкам еще. И это предупреждает буквально все летние проблемы. И люблю смешанные посадки. У меня в саду муж даже возмущается. Я не пойму, говорит, что у тебя где растет. У меня на огороде мята, цветы различные. И это все вот это, особенно календула и бархатцы. Они способны отгонять, отпугивать своими запахами всех вредителей. Даже
муравей оттуда уходит и не желает там селиться. То есть вы смешали все вот У так? меня смешано, как в лесу. В лесу уже посмотришь, никогда не преобладают какие-то насекомые, что растения гибнут. Но мы знаем, что вы высаживаете яблони и сливы, да? Это, возможно, для наших многих телезрителей будет диковинкой, да? Вот что лучше приживается, насколько сложно выращивать такие растения у нас в республике? Да, это процесс, конечно, довольно-таки сложный, и не всегда это удается, тем более, что все западные, где что вот в России выращивают, климат совершенно другой, и ихние советы тут работают очень слабо, их приходится приспосабливать, дорабатывать до наших условий. И я бы советовала начинать не с крупноплодных яблонь, а именно брать полукультурки, такие как Аленушка, Подарок Баму, Уральское наливное. Яблочки мелкие, но они более пластичные и приспосабливаются лучше. Получите результаты, воодушевились да, и понимаете, тогда нужны уже ли вам можно, крупные, да? Да, и тогда уже можно приступить к выращиванию крупноплодных. Там немножко будет технология другая, но мы уже будем иметь какой-то опыт, как с ними работать. А сливы? Ну, сливы у нас все тут не могут расти, конечно. У меня вот краснощекая, бордовая сливы. В прошлом году неплохо так нас угостили, попробовали. Вишни у меня, песчаная вишня. Она тоже неплохо у нас растет. Ну, при условии зимовки, чтобы они были укрыты, и все было под снегом. И те же яблони тоже. Маргарита Васильевна, спасибо большое за ваши потрясающие советы. Дорогие друзья, если вы вдруг хотите вот лично задать вопросы, у Маргариты Васильевны есть активные телеграм-каналы. Нет, не телеграм, Макс-канал, да? И она приглашает вас в свою дружную компанию, и там на все вопросы ответит вам. И вот на такой позитивной ноте мы завершаем наш утренний эфир. Желаем всем дачникам, огородникам успешного лета 2026 года, чтобы урожай осени порадовал вас и ваших близких. Увидимся уже завтра. До новых встреч на телеканале Якутия-24 НВК Саха. До новых встреч.